Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях зажигательные, молодые, веселые диджеи Болгар Радиуса Айсулу и Ришат Хазиевы. Привет, привет! Добрый день, здравствуйте! Исан Месес. Исан Месес. Болгар Радиуса Айсулу и Ришат Хазиевы. Проект Дуслар Лайф. Алсу Хазиева. Диджей Болгар Радиуса. Проект Дуслар Лайф. Родилась в городе Набережные Челны. Окончила национальную гимназию номер 2 имени Муланура Вахитова с серебряной медалью. В 2007 году переехала в Казань и поступила в КГУ на биолого-почвенный факультет, который закончила в 2012 году. Сейчас учится в магистратуре КФУ в Институте фундаментальной медицины и биологии, являясь магистром первого года обучения. На Болгар Радиуса работает с марта 2011 года. Ришат Хазиев, диджей Болгар Радиуса, проект Дуслар Лайф. Родился в Балтасинском районе Татарстана в селе Карелино. После окончания Норменской средней общеобразовательной школы Балтасинского района поступил в Казанский государственный технологический университет. Начал работать на радио Янгагасыр. Сейчас в Болгар Радиуса в 2009 году. Я смотрю, вы не с пустыми руками? Конечно, мы никогда не ходим с пустыми руками. Вот такой маленький подарок. Я смотрю, у вас как раз часов-то нет? Да? Ну как, в основном по моим-то и работаем, а вот больших, таких красивых, можно я подержу? Да, можно? конечно, пожалуйста. Эксклюзивный подарок! Большое спасибо, я думаю, мне достаточно будет вашего вкусного блюда, которое мы вместе приготовим. Угу. Приготовим мы сегодня горбушу. Татарча твоицек, под шаларча балык плань. Рыба по-царски. Конечно. Ну что ж, приступим. В татарской кухне рыба, в отличие от говядины и баранины, имела меньшее распространение. Но еще издревле Казань выделялась оживленной рыбной торговлей. Местные торговцы рыбой арендовали рыбные ловли на Волге, Каме, Казанке и озерах Верхний и Средний Кабан. Кабан получил название по древним легендам от водившихся когда-то в здешних дремучих дубравах диких кабанов. Тут ловились самые знатные рыбы – лещ, сазан, судак, осетр и белуга, заплывавшие с Волги во время весенних разливов. Соленая, малосоленая, сушеная, копченая и вяленая рыба продавалась с возов и окрестными крестьянами. Обычно это делалось на так называемой Балчуге – площадке у рыбного базара. Итак, вот наша красивая рыбка. О, Горбушенька. Горбушенька. Я себе Люблю, вот когда этот у меня кусочек, а в ты себе гостях другой бери. Два человека. Спасибо. Делать ничего не да, надо. я в роли такого... Ну, зачем в роли? Зачем в роли? Вот же есть. Вот. Нормально. Вот этот кусочек буду резать я. Отлично. Айсулу, расскажи, пожалуйста, а вот на радио как успеваете питаться? Иногда же эфир вот 4 часа, например, может идти, или во время эфира не кушает никто? В принципе, по традиции у нас там стоит чайник, мы выходим с своими печенюшками и что-нибудь там червячка-то заморить можно. А мы, в принципе, так как у нас эфир 3 часа, мы так не питаемся, мы все целиком отдаемся эфиру, и на чай времени нет. А потом идем кушать шаурму. Очень красиво ты, кстати, нарезала рыбку. Можно пока ее, кстати, переложить, или что мы с ней будем делать? Мы их сейчас будем обжаривать. Сразу. Да. Отлично. Нам нужно их обжарить. На каком масле мы обжариваем? На подсолнечном. Отлично. Отлично. Так. Вот и я пригодился. Сковородка у нас нагрелась. Можно, в принципе, потихонечку закладывать рыбку. Посмотри, как Ришат смотрит ответственно. Да, я слежу. А он все время Чтобы было все четко. Мне кажется, он все время следит за тобой. У меня тоже бывает такое впечатление, особенно когда я поздно вечером домой иду. Да ладно. Даже оборачиваюсь. Никогда такого не было. Ришат, расскажи, пожалуйста, вот как вы попали вообще на радио? Как это? Был конкурс какой-то? Или мечта у вас была с детства стать диджеем? Ровно 4 года назад, так скажем, да? Ну, больше, конечно. Когда ты был молодой, красивый? Когда я был молодой, когда еще плясал, вот тогда как раз был кастинг на радио, тогда еще радио называлось Йома-Ласыр. Был кастинг, пришел на кастинг, все понравилось и остался. Тебе все понравилось? Или тем, кто проводил кастинг, все понравилось? И мне, и им, так скажем. Ну, у тебя образование какое?
образование высшее, Казанский государственный технологический университет. Раньше Факультет диджеев. Факультет диджеев, маляров, так скажем. Я заметил, как Айселу слушает и даже тебя не перебивает. Это у вас Потому уже что такой они тандем, понимают. да? Нет, в принципе, вообще нет привычки его перебивать в то время, когда он что-то говорит. Бессмысленно это просто, да? Да. Он все равно не остановится. Я продолжаю все равно. Айселу, а ты как попал на радио? Они тоже проводили кастинг в апреле месяце 2 года назад. Вот. А мама позвонила, сказала, говорит, доченька, у них кастинг, сходи. Пусть тебя Сходи-ка, послушают. пройди. Сходи-ка, пройди. Я А как говорю, проходят кастинги? Вот понятно, у вокалистов они приходят, поют. Вы что-то читали, например, там, стихотворение, речь да, какой-то? я пришла, меня прослушал сам Эльнур Фазиазданович. И я. Тебя там не было. Ты меня встречал, но прослушал меня Эльнур Фазиазданович. Я потом прослушал. Ты просто не знаешь об этом. Усадили перед микрофоном, дали текст про Габдуллу Тукая, как сейчас помню, с И туған тіл, множеством. и матур тіл, әткем әнкемнің тілі, дүниеда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Вот видите, у меня нет привычки его перебивать. Ну, вот как таковой Когда я привычки слышу у Тука, меня я всегда молчу, делаю умные глаза. Так вот, я прочла этот текст, после чего сказали, что понравилось, приходи на второй тур. Пришла на второй тур и сказали то, что молодец, прошла, давай оставайся у нас работать. Мне кажется, это Решат. Решат повлиял на это. Конечно, Ему конечно. сразу понравилось, еще тогда, на кастинге. Ну что ж, а мне понравилось, кстати, как румяной корочкой покрывается наша рыбочка. Надо еще и с другой стороны обещать. Да, вот сейчас я все это переверну, Чё, красиво. запах такой, да? Царский запах прям. Вот. Аромат на кулинарии, говорит. Что-то есть. Первую партию рыбки мы обжарили. Все это убираем Сначала противень. маслом. Вот, ты следи за мной. Все-таки это ваш рецепт. Так, Моя горбуша, я все знаю. да. Горбуша моя, и я ее готовлю. Слушай, Решат, Айсу, у вас такой замечательный тандем. Вот, ну, вы же на радио попали в разное время. Как все-таки вот дуэт сложился? Ну, давай, начни свою историю. Версию, послушаем версию Решата. Дуэт, как бы он готовился долго. То есть, когда? В 2009 году, наверное, мы первый раз с Айсулой вышли в эфир вдвоем. Ну, у меня был обычный эфир, то есть, а она еще только, как говорится, только пришла на радио. Тогда нам предложили, то есть ей, точнее, предложили выйти со мной попробовать. Вроде бы понравилось все, и после этого уж сказали, вот давайте попробуйте работать вдвоем. Еще прошло некоторое время, 2010 год, 2011. Вы все работали вдвоем, работали? Не вдвоем, а по отдельности работали. По отдельности? Да, и в 2011 году пришла такая идея создать новый проект, совершенно новый проект. И вот в 2012 году, 3 сентября, первый раз в эфир в 17:00 вечером вышла программа, проект, так скажем, Дуслар Лайф. Браво, браво. Заметил, как он помнит эту дату и как посмотрел на тебя? Ну, он помнит эту дату точно так же, как и я ее помню, потому что это действительно знаменательным было для нас событие. Наш первый такой творческий ребенок наш в эфире 3 сентября в 5 вечера. Ну, помнит-то про эфир, помнит, а про рыбку ты про рыбку забыл? Да. Мы обжариваем вторую часть нашей рыбки, так аккуратно все это выкладываем. Да, Давай вот смотрите, это убери. действительно прекрасный тандем. Ну, я знаю, в этой программе есть у вас еще и третий человек. У нас есть третий человек, зовут его Фаиль Гемадов. Он присоединился к нам буквально недавно. Что он делает? Он добавляет вот какую-то свою вот изюминку к нам в наш проект. Это уже, получается, у нас сейчас трио, а не дуэт. Ребята, расскажите вот все-таки Дуслар Лайф, о чем ваша программа? Вот для тех, кто ни разу не слышал, например. Но это такая аналитическо-просветительская, развлекательная проект. Ты сейчас как поздно рассказала это все. Вот. Мы в это же время для слушателя и доносим информацию, как новости, которые вот сегодня вот произошли, и они взволновали весь интернет. Они говорят вот это все, что вот эти все новости мы доносим до Там, слушателя. например, внимание, внимание, Мунир Рахмаев купил новую шляпу. Ну, такое тоже. И тоже еще плюс говорим о пробках в Казани. Это что самое актуальное, потому Как что... раз с 5 до 8 это самый пик пробок. Да-да-да. Программа у вас не только информационная, конечно же, вы, наверное, ставите музыку какую-то. Ставим музыку, начиная от Ильхама Шакирова с Эльфия Авзаловой, заканчивая вот Мунир Рахмаевым. Все, есть любой формат, и рэп, и рок, и поп. Но только Что татарская душе музыка, угодно. да? Только татарская. Но можно вот позвонить и заказать песню, или вы только сами, то есть исполняете пожелания тех, кто звонит?
У нас такого нет. Песни по заявкам, они идут только с 12 до часу. В пределах этой программы «Жирлы-Салям». А у нас зато есть интерактивная игра в 19:15, где можно выиграть самые замечательные призы. Что это за игра? Давайте попробуем сыграть. Например, часы. Ага. Например, часы, да, действительно, у нас можно выиграть. Мы задаем 3 вопроса. Называется игра «Дуслар Кинозал», да? Выходит 19:15. Друзья в кино. Ага. Да. Yes. И задаем 3 вопроса, касаемых известных актеров, режиссеров, сценаристов, фильмов, сериалов. Татарских или вообще мировых? Вообще мировых. Всех. И татарских, и русских, и иностранных, и Ну, вы китайских. даете варианты ответов? Конечно. Вот, То есть- например, Руслан, можем поиграть прямо сейчас? Давай сыграем со мной. И Так, мы Руслан, тебе подарим часы, которые мы принесли. То есть вы у меня сейчас их забрали, и потом, если я выиграю, еще раз подарите. Если ты правильно ответишь на наши вопросы. Ну, давайте попробуем. Так, я сейчас сыграю в игру «Дуслар Кинозалда». Да, Задавайте сначала вопросы. Пускаем джингл, конечно. Да. Дуслар Кинозалда. Все. Пам-пам. Пошел фон. Пам-пам, пошел фон, да. Итак, бірінші сұрау, Руслан. Иқтилар белән тыңла. Демәк, «Ялан аяклы кыз» бер дигән сериалда төп рольдә кайсы җырчы уйнады? Асыл ярмы, Мира Ганиевамы, әллә инде Хәния Фәрхиме? Рәхмәт, Руслан, җавабыңа. Спасибо. Вот так примерно все и происходит. Примерно все происходит. Если кто-то понял вопрос, в принципе, может попробуйте ответить. Но мне кажется, Асыл Яр — это правильный ответ, нет? Да, конечно. Ура! Руслан, Я выиграл молодец. часы! Аллах шукр, рахмат! Это был только первый вопрос, осталось 46 вопросов. А мы продолжаем готовить патша балагы вместе с известными диджеями Ришатом и Айсулу. Хазиевла. Yes. Ну что ж, первая партия лука готова. Теперь это все перекладываем на рыбку. Так, на рыбушку. Вот так вот. А в это время я у тебя заберу. Так, Нет, и не вторую забирайте часть. мою. Так, все это раскладываем. Сейчас обжариваем вторую партию. Так, вторую партию. Так. Отлично. Айсулу, расскажи, пожалуйста, вот в программу к вам приходят какие-то известные люди, какие-то уважаемые гости? Уважаемые гости, известные люди к нам приходят, но не часто, потому что нас и так в эфире 3 человека. А вот если у нас кто-то заболел, кто-то отсутствует, в это время сразу нам нужен 3-й человек, и посидеть, поговорить и на темы, которые у нас обсуждаются, и про его творчество, и про дальнейшие планы. Кстати, дальнейшие планы нашего блюда. Дальнейшие планы: мне нужна мисочка, вилочка, молока Пожалуйста. мне надо, Молоко. яиц, майонез и соли. Так, и что же мы с этих ингредиентов будем делать? Мы сейчас будем делать заправку. Заправку? Строить будем Мне заправку. очень нравится, как Ришат пытается тоже вникнуть в наш процесс Да. готовки. Заправку, услышит знакомое слово, делает умный взгляд. АИ-95 заправка. Сейчас надо молочка. То есть Ну, это всё яйцам на добавляем взгляд. молоко. Ага. На взгляд? На глаз обычно говорят. Ну, татары говорят, мы добавляем молока на взгляд. А у нас много чего говорят в эфире. Иногда получается совсем абсолютно какие-то сумасшедшие предложения. А можно соли? Так, давай немножко посолим. Это у нас получается основной соус для рыбы, да? Да. Так, можно еще немного. И еще чуть-чуть. Ну, смотря. Вот он, взгляд Ришата, контроль. Так, Так, рыбу. лучок мы сейчас, секундочку, выкладываем на рыбку. Кстати говоря, я вот рыбу тоже очень люблю, но ее надо уметь готовить. Конечно. Надеюсь, вы знаете, что вы делаете. Так, сейчас, секундочку. Вот, красота. Ну, теперь это все Все заливаем. Вот так вот мы перемешали соус из майонеза, молока, яиц и соли. И соли. И все это у нас будет запекаться в духовочке, я так понимаю? Да. Всё это Ну что ж, надо. это очень ответственный момент. Ришат, бери наш противень и будем отправлять его в духовку на... На 20-25 минут. Поехали. Та-да! Та-дам! Та-да-та-та-та-там! Опа! Ну что ж, мы подождем буквально 25 минут и затем будем пробовать вашу рыбку. Патшаларча балык – рыба по-царски. Филе рыбы нарезали на кусочки и обжарили на растительном масле до образования золотистой корочки. Переложили на противень, смазанный маслом.
Сверху выложили мелко нарезанный и слегка обжаренный репчатый лук, залили соусом из смеси яиц, молока и майонеза и поставили в духовку на 20-25 минут. Айсул предложила приготовить горбушу, да? Да, мы ее назвали подшабалы. А я предлагаю деревенский салат, так, не знаю, может быть, эльки салата или соба салата, как-то это вот тогда. Но моя бабушка, если честно, вот готовила именно этот салат и сейчас готовит. Ну тут простые ингредиенты, я вот видел все, что ты приготовил. Помидорчики, Да. отварные яйца, лук и чеснок. Конечно, болтач салата так называемый. Начинаем болтать салата. Все нужно резать довольно крупно. Пожалуйста. Кстати, вот я вам предоставлю мисочку потом, все ингредиенты сложим. А хобби какое-то есть у вас, кроме радио, кроме учебы? Вот я, например, люблю читать. Прям схвачусь за книжку. Это что аудиокниги, что такие книги. Вот только электронные книги я не признаю, потому что они не передают всю глубину и вообще вот само ощущение от книги. Потому что она, того когда никакого читает, она нет. нюхает просто книгу. Поэтому. Ну, есть такое, кстати, это действительно приятный запах. Если еще книга такая Новая. лет 10. Нет, ну кто что любит. Ну да. Решат, а у тебя какое хобби? Вы знаете, я очень люблю футбол. Я тоже люблю футбол, кстати, ага. Вот, когда-то увлекался, ну, в детстве, сейчас, так скажем, времени нет. Смотреть только остается вот болеть за Рубин, за Барселону. Все. Интересно, а в матче Рубин-Барселона за кого ты болел? Конечно, за Рубин. Тут даже спрашивать не надо. Ну потому ладно, что- мы тебя прощаем. Можно Так. мисочку? Так, мисочку. Складываем все помидорчики, режем. Ну, мы этот салат чем будем заправлять, кстати? Можно майонезом, если не любите майонез, то можно деревенской сметаной. Это же деревенский салат, а в деревне сметаны много. Ну вот мы все положили, помидоры, яйца, лук и чеснок. А теперь все заправляем деревенской сметаной. Так, И пожалуйста. посолить надо не забыть. Так, солим мы, как всегда, сегодня на взгляд. На взгляд. На взгляд Решата. Все, хватит, Всё. нормально. Все это перемешиваем. Все это перемешиваем. И получается вкусный, здоровый, летний, Хороший, весенний. родийный. Продолжаем. Салат, который приготовили Руслан, Айсулу и Решат. Ура! Болтач салата. Салат по-балтасински. Яйца отварили вкрутую, остудили и мелко нарезали. Измельчили чеснок. Помидоры нарезали дольками, смешали с остальными ингредиентами, посолили и заправили деревенской сметаной. Пам-парапам-парапам-пам-пам. Там-тара-там-тара-там. Херматы Дослар, как всегда, самый вкусный момент нашей программы. Мы будем пробовать подшалар балага, который приготовили Решат, Айсулу и немножко Руслан. Поехали! Открываем. Да-да, Красиво? да-да. Ах. Кулларды пшире. Вот это красота. Вот она. Есть! Ну что ж, есть у нас красивая тарелочка. Так. Такой вот наш минимализм. Все, сейчас вот. Так. Вот какая красота. Так, и немного, я думаю, можем туда добавить салатика. Руслан, рецепт на самом деле замечательный. Очень быстро, легко все готовится. И мне кажется, очень вкусно. Но сейчас проверим. И ваш тандем врывается. Настоящий профессиональный кулинар. Раздает всем вилки. И уходит. А нет. Нет, и будем пробовать, конечно же, вот так вот сбоку. Я начну с рыбки. Что же это за сочетание получилось такое? Радиорыбка. Я знаю радиорыбку, а вот радиорыбку не пробовал еще. Бисмиллах нахмед. Я уже съела. Очень вкусно, мне нравится. Ну как? Очень получилось сочно. Соус замечательный. Айсулу, Решат, что скажешь? Кстати, попробуй вот этот омлетик, который получился. И лучок так хрустит. Начинай. А я? Ладно. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Как ты, Руслан, я передаю большой привет Болташ районына. Болташ районы халқына барыңызға да қойнар сәлем, достар. Все было очень красиво, очень получилось вкусно. Я думаю, все довольны. Айсулу? Ну что я могу сказать? Спасибо, что пригласили.
Надеюсь, наша рыбка действительно вам понравилась. А остальных телезрителей и наших радиослушателей я призываю к тому, чтобы слушали Бульвар Радиуса, и мы с ними встретимся на 91,5 FM. 5 часов вечера. В 5 часов вечера. Кички сағат биште. Кички сағат биште Дуслар Лайф проектында. Дуслар Лайф. Татарша, заманча, Күңелле. тәмле. Һәм тәмле. Күңелле да тәмле. Тәмле да күңелле да. Сізге да бизур рахмат, большое вам спасибо. Ришат, Айсылу Хазиевы, великолепные, веселые и настоящие кулинары своего дела, были сегодня у нас в гостях. До новых встреч. Это программа «Секреты татарской кухни». Сау болыңыз, достар. С вами был Руслан Шарапудинов. Рахмет. Рахмет. Поел. Все, пошли, поехали дальше. Не пропустите в следующей программе «Байки о мировых звездах» от Андрея Шумарина. «Секреты татарской кухни» по воскресеньям в 18 часов, повтор в среду в 13 и в субботу в 9 утра.